Рахматикал. 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 Добрый вечер, Устос. Меня зовут Рустам, город Канибадан. Я был у вас в Ромите в мини-мастер-классе, а после этого у меня доход увеличился на 2 раза. Вы были на мини-мастер-классе? Да, в Ромите. Где вы были? Ромите. Ромите, когда были? Да, в ноябре, в прошлом году. В ту сторону, в ноябре? Да. Вот, ребята, видите, как вы думаете, классные знания там получаем? Да, это была бомба, конечно. Я после... 2 раза вырос доход? Да, 2 раза. Вы понимаете, как выгодно учиться? Почему иногда так люди? Объясняешь, иди учись, думать, что как будто вот немедленно идите учитесь, если хотите серьезный бизнес владеть. Пожалуйста, говори, брат. У меня вопрос такой, который всех это интересует. Это проверяющие органы, которые, мы уже как дипломаты уже привыкли со всеми проверяющими органами вести переговоры. Иногда это все как бы уже пик выходит, и мы не можем сами контролировать, потому что все предприниматели, конечно, тоже они устают. Но я просто хочу лично ваше мнение. Мы, конечно, как бы стараемся, чтобы не идти на конфликт, да, но так как бюджет нашего района увеличивается, соответственно, расходы тоже увеличиваются. К примеру, например, все органы, например, экология тоже по телефону звонят, ты должен 10 000 сом оплатить. Но ты так как там хороший парень, ладно, там 1000 сом, например. Чего? Вот. Это что, как базар? Да, как базар, естественно. Они налоговая инспекция тоже могут как бы просто так прийти, сколько хотят, даже годовой ваш доход просто оштрафовать, забрать. Поэтому ваше личное мнение мне интересно, как с этим бороться. Это глобальная проблема. Правда. Конечно. Спасибо. Спасибо, дорогой. Честно скажу, это вот поэтому предпринимательство слабо растет у нас. Своими деньгами ты хочешь что-то сделать, что-то хорошее, еще столько надо барьеров пройти, сколько препятствий пройти. Но я хочу сказать, это временно. Предприниматели — это те люди, которые держат общество на них. Не отчаивайтесь. Просто эти сотрудники, 1-2 такой, не все такие. Понимаете, я честно скажу, не все такие. Там тоже люди хороших есть, и там плохих тоже есть. Но вы не должны, понимаете, он сегодня работает, завтра не работает, а ваш бизнес вам нужен. Кто мне понял? Он сегодня работает, завтра не работает. Это не его дом, от отца не осталось, это его место. Он уйдет, а бизнес вам останется. Не надо бизнес закрыть или говорить, что это мне этот орган или тот орган не дал работать. Нельзя. Продолжайте строить. Всегда помните, мы не бизнес строим, мы роду не строим. Вы слышите меня? Мы не бизнес строим, мы родину строим. Вы должны об этом понимать. Когда вы понимаете, что мы строим родину, 1, 2, 3 таких ребят, которые вам будут препятствовать, это все пройдет. А вот то, что вы строили, то, что дает людям пользу, то, что принесет многим людям решать их нужда, это больше стоит. А теперь, как с такими людьми работать? Я один еврей, один мудрец еврей мне какой совет давал. И однажды я устал, и я сказал, знаешь, я устал так. Это еврей-миллиардер. Он мне сказал, почему ты переживаешь? Я сказал, знаешь, там у меня документы не делают, а здесь у меня там то-то не доделывали. С этим чиновником ссору, с тем то не то. А потом он мне смотрел и сказал, а это деньгами можно решать? Я сказал, да. Он сказал, если эти вещи деньгами решаются, это не проблема. Это всего лишь еще чуть-чуть небольшой расход. Кто понял? Вы понимаете? Все, что решается деньгами, это не проблема. Это час расход. Просто статья расход напиши и забудь про него. Помните,
мы не бизнес строим, мы родину строим. Из-за какие-то пацаны, какие-то идиоты, за них не отказывайте от того, чтобы делать чего-то добро. Знаете, я обучаю людей. Был какой-то парень, который пытался остановить мои тренинги тут. Знаете, публично здесь рекламировали, помните? Рекламировали столько и так далее. И у нас везде реклама идет на это, на Театр Камолов. Отменили наш тренинг. Я не понял, почему. А что, я какой-то ерундой занимаюсь? Я просто сидел, думал, что надо делать. Хорошо. Если такой человек, мы начали, ну хорошо, мы начали делать над, смотрите, всегда над системой есть система. Мы искали, делали любой документ, который они просят, мы делали. Нигде в мире меня не просили делать эти документы. В мире я провожу тренинги в мире, 63 страны, 60, уже 6 стран выступал. Никто меня не просил документы. В Таджикистане просили такие документы, которые никто меня не просил. Мы делали их. Я делал их, чтобы своему народу обучать. Поэтому никогда не берите мнение таких людей. Понимаете, эти препятствия, барьеры будут. Я сюда приезжаю, думаете, что я просто там что-то такое? Нет. Я сюда приезжаю, чтобы помочь каждому из вас, чтобы строить эту родину. Кусок по кусок. Кирпич по кирпичу. Видите, вам чуть-чуть помог заработать чуть-чуть больше. Этому помог чуть-чуть строить один бизнес. Тому помог чуть-чуть что-то делать. И этому еще помог. В прошлом году 10 000 человек обучил бесплатно. 10 000 человек. Если из них 10% что-то делал, это колоссальные результаты. Согласны? Поэтому внимание обратим, родной. Знай так, это можно деньгами решать? Вопрос. Тогда это расход. Забудь про это. Хорошо, брат мой? Думай об этом. Потому что это пацан, это парень уволится, уйдет через год или 1,5 года или 2 года. Но бизнес остается. Он уже уволился. Возможно и так. Возможно и так. Да, срочно. У кого из вас бывал такой случай? Кто-то вас начал на нервах действовать, он уже уволился, уходит, а бизнес остается у вас, и вы будете работать, служить. Поэтому никогда не надо сразу брать, ой, они не дают мне, они не разрешают мне. Нет, работайте, идите, служите народу. Аллах вам поможет. Это важнее. Пожалуйста. Да. Микрофон там, где-то вон там. Вот Авзал Шоба, дайте. Салам алейкум, Али Торор. Салам алейкум, суд. Аз соли донишҷӯям 2012 инҷониб аллакай хато накунам дар соҳаи фаъолияти ташкилу тӯи маърако наздики 6-7 сол мешавад кор фаъолият карда шудем. Дар баробари ин мо ҳамроҳи дӯстонам соҳаи фаъолияти хӯрокҳои тезтайёрро интихоб кардем, фастфуд. айни ҳол 3 нуқтаи савдо дорем. аз рӯзҳои аввали корӣ мо барои худ ҳамагӣ иҷозат медодем ки 500 сомон моҳона хароҷот кунем. айни ҳол рӯз ба рӯз шарт шароити зиндагиамон васеъ шуда истодааст. фарзандам якта буд, ҳамин 21 март худо шуд дуюма шуд. проблемаҳои оилавии ҷуръомам зиёд. маслиҳати ман, саволи пурсидани ман ҳамин ки чӣ қадар мо ҳақ дорем аз бизнес пулоша гирифта истифода кардан, ё ки чӣ қадар ҳақ дорем зарплата муайян кардан барои аҳли коллективи ҳамкоромон, аз ҷумла партнёром. Отлично, очень хороший вопрос. Вот это вопрос, самый важный вопрос. Один из лучших. Почему? Потому что часто почему бизнес не расширяется? Например, посмотри, кто-то один контейнер держит уже 10 лет. Скажем, в Сомом базаре или Паншамбе. Один бутик держит, конфеты продает 15 лет. Или там, не знаю, в Зафарабаде или Старовшане. Почему? Потому что они приходят, открывают кассу и все деньги забирают, тратят. И они думают, что как будто эти деньги они сами зарабатывают. Нет. Эти деньги не вы зарабатываете. Если вы хотите, чтобы бизнес процветал, первым делом, что надо делать, себе поставьте фиксированная зарплата. Я до сих пор на зарплате живу. Я от бизнеса не беру деньги. У меня зарплата
Фиксированная зарплата я беру. И все мои руководители бизнеса, они зарплату берут каждый. И партнеры так. И тогда доходы компании генерируются внутри компании. И никто не имеет права деньги брать от компании. Нельзя это делать. Деньги должны расти. Поэтому себе ставьте фиксированную зарплату, исходя из вашей жизненной нужды. Например, почитайте средно, сколько вам надо, чтобы средно могли жить. Не богато, не бедно. Что вы, что ваш друг, что еще друг, что еще друг, если вы 2-3 партнера. Но фонд оплаты труда никогда не должно превышать более 30% прибыли. Компания работает и дает прибыль. Фонд оплаты труда не должно превышать более 30% чистого прибыли. Вот тогда организация правильно организована. Если фонд оплаты труда забирает 50%, 70%, вы далеко не пойдете. Конкуренты быстро заберут. Значит, у вас есть надутые расходы. Или у вас есть сотрудники, которые бездельничают, деньги получают. Или у вас есть реально есть неорганизованная работа, неграмотно организованная работа. Поэтому сотрудники, как такова сильная работа не делают, но получают только что зарплату. Пожалуйста. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Вот. Вон там. В конце, видите? Ребята, учитесь что-нибудь? Учитесь что-нибудь? Покушайте и рассказывайте. Классно, да, бизнес уже? Узнаешь что-то новое, общаешься, свободно. Это же здорово. Вряд ли в вашей жизни каждый день миллионер сидит, отвечает вам. У вас в вашей жизни, я знаю, чайхана пошел, посидел, болтовня, ушел домой. Так же? Ассаламу алейкум, студия здесь. Ман Комрон, Ашари Старашан. Машаллах. То ничего, Асан, то